же такая же, вот еще повторюсь, что вход в дом, вот этот вот, дверь кнопочку нажимаешь, 380 тенге. Какие затраты? Эта дверь давным-давно куплена. Вот эти все мониторы, все они давным-давно куплены. Они окуплены уже давным-давно. Нет 380, всех это устраивает. Но как дело доходит до мусора, все показывают, какие они родители за народ. За народ надо родить, когда солярка поднимается резко на 100 тенге. Вот тогда нужно спрашивать, кто поднял, как поднял. Поэтому вот эта вот ситуация, просто не представляете, да, людям при нынешней зарплате, когда все резко галопирует, да, они действительно, мне перед ними неудобно. Мы пообещали, что в августе месяце, что в ближайшее время зарплата будет им поднята. Значит, Маслихат принимает решение где-то 23 сентября, 15 числа отменяем. Мне непонятна позиция акимата, непонятна позиция акима. В чем дело? До чего доводить вот до этого состояния? Сейчас население, народ, который здесь работает, я здесь 26 лет проработал, они моему любому слову верили. Сейчас я боюсь давать эти слова. Почему? Потому что однажды обманув, они мне уже не доверяют. Теперь они требуют от меня гарантий, требуют от меня письма. Сейчас идет судебный процесс. Там на суде предложили составить договор медиации. Сторона, значит, одна подписывает, а ЖКХ подписывает, а акимат почему-то не подписывает. Ну людям вы придите и объясните ситуацию. Скажите, вы теперь мне уже... Я сам боюсь теперь давать гарантии людям, потому что сомнения меня берут. Почему аким не подписывает? Значит, он не планирует, наверное, это делать. Поэтому вот вчера вроде договорились, что я вчера должен был людям сказать, принести документ о том, что медиация подписана. И все, давайте будем работать. 2 месяца потерпим. Даже мы вчера договорились, что мы сейчас дадим им приказ на руки, что мы поднимем вам зарплату. А теперь опять боимся. Мы же завтра с чем будем рассчитывать? Мы же с людьми работаем. Эти люди, это не самая лучшая профессия, это не самая престижная в городе профессия. На эту работу мало кто идет, люди бегут отсюда. Почему? Потому что зарплата маленькая. Если человеку находится какая-то другая работа, она чище, она престижнее работа. У нас с чем работать? С мусором. Вы в суд подали на акимат? Да, мы подали. Не мы, подал Тазалык. Из-за того, что вот в этой ситуации подали... То есть тот тариф 316 тенге, который вас тоже особо не устраивал, его тоже отменили, да? Да, сейчас все отменено. Да, на сегодняшний день тариф остался тот же, прежде 2015 года. Везде на все тариф растет. А как обосновали? Почему? Они сказали, Какие-то там свои процедуры. Вот я не понимаю этих процедур. Почему с 2017 года не было времени принять этот тариф? В 2020 году, в декабре месяце разработали, что полгода не хватает времени принять. Потом действительно с 1 июля вступает новый закон. Естественно, по тем законам уже не можем принимать. Опять нужно все пересчитывать. Ну, как бы выразиться, вот это вот оставление вопроса твердобытовых отходов на последний план, вот этим самым и выглядит город весь засыпанный на сегодняшний день мусором. И еще неизвестно, когда этот документ придет. Придет документ, я буду с людьми разговаривать. Я понимаю, что это все равно придется убирать им, и это достанется очень тяжелым трудом. Или это механические машины закинуть ящики, или это все надо будет вручную поднимать, убирать. Чем мне потом с ними договариваться, как мне их в лицо потом смотреть? Я еще раз говорю, я проработал здесь 26 лет. И у меня есть определенное свое к себе уважение. Почему? Потому что просто так говорить людям я ничего не буду больше. Спасибо. Спасибо большое. С акимата сегодня не приезжали, да? Кузербаев? Нет. Ну, будем звонить. Спасибо, что вы